Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Здравствуйте. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон прокомментировала непрекращающиеся спекуляции по поводу своего здоровья, заявив, что в воскресенье ощутила легкое головокружение и оступилась, но сознание не потеряла и сейчас чувствует себя намного лучше. Инцидент произошел с ней накануне после участия в Нью-Йорке в мемориальной церемонии по погибшим в терактах 11 сентября. О том, какие факторы определяют успех в президентской кампании в США, насколько состояние здоровья влияет на политику и процессы в мире, об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем Андреем Федоровым. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Дипломатом и политологом. Андрей Владимирович, как вы считаете, вот никогда, по-моему, так остро не вставал вопрос о состоянии здоровья, даже уже еще не президента, а еще кандидата. Как вы считаете, почему так произошло в этот раз? Ну, прежде всего, потому что первый раз в президентской кампании в США нездоровье кандидата в президенты стало таким очевидным. Может быть, там, условно, 20 лет назад это можно было бы как-то скрыть, а сейчас, в эпоху мобильных телефонов, интернета и прочее, любое недомогание, любой, так сказать, шаг в сторону, он мгновенно фиксируется, тиражируется. И с этой точки зрения все-таки для американцев вопрос о здоровье президента принципиально важен, потому что это не просто президент, это еще главнокомандующий. И, как известно, президент в Америке – это еще и глава правительства фактически. То есть это слишком много для того, чтобы рисковать. Как вы считаете, вот сами демократы, когда выдвигали Хиллари Клинтон, считали, что у нее будет такой серьезный соперник? Нет, насколько я знаю, в руководстве Демократической партии, когда началась дискуссия о президентских выборах, упор был сделан на то, что наиболее вероятным кандидатом будет Джеб Буш, и, в общем-то, он представлялся для демократов достаточно слабым кандидатом, и, в общем, для Хиллари это могла быть чисто легкая политическая прогулка. Появление Дональда Трампа в качестве сильного, принципиально нового типа кандидата стало, конечно, для демократов неожиданностью. И если на первом этапе они исходили из того, что можно будет выиграть у Трампа легко за счет различного рода скандальных заявлений Трампа, то потом оказалось, что значительная часть американского общества, во-первых, интересуется высказыванием Трампа, начинает разделять. Особенно то, что называется вот эта самая промышленная Америка, это часть значительное фермерство, это такие влиятельные структуры, как Ассоциация стрелкового оружия и так далее и тому подобное. То есть вокруг Трампа начал формироваться определенный общественный консенсус, то, чего демократы совершенно не ожидали. Они считали, что наоборот, в американском обществе Трампа посеет раскол. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер, посвященный состоянию здоровья кандидата Хиллари Клинтон. Проблемы со здоровьем, похожие на то, что случилось 11 сентября, возникали у Хиллари Клинтон и раньше. Об этом заявил ее муж Билл в интервью CBS. Причина, по словам бывшего президента, в напряженном графике его супруги. Подобное случалось с ней периодически на протяжении многих лет, когда ее организм переживал сильное обезвоживание. Она работала как проклятая, когда была и госсекретарем, и сенатором. 11 сентября во время церемонии в память о жертвах нападений 2001 года Хиллари Клинтон стало плохо, и она едва не потеряла сознание. Позже стало известно, что у политика пневмония. В понедельник в интервью CNN кандидат в президенты от демократов призналась, что не восприняла диагноз всерьез и поэтому не стала о нем рассказывать. При этом врач советовал Клинтон взять на 5 дней больничный, но она отказалась. Что именно случилось с политиком 11 сентября, объясняет врач-пульмонолог Лэн Хоровиц. Похоже, у нее упало давление из-за обезвоживания и, скорее всего, температуры. Она кашляла с прошлой недели. В пятницу у нее обнаружили пневмонию. Она начала принимать антибиотики, но не прекращала работать. На церемонии она стояла на солнце, было жарко. И это, я думаю, тоже сыграло не в ее пользу. По словам бывшего госсекретаря, сейчас она чувствует себя хорошо и через несколько дней готова возобновить предвыборную кампанию. И 68-летняя Клинтон и 70-летний Трамп пообещали в ближайшее время опубликовать подробный отчет о состоянии своего здоровья. По мнению политолога Майкла Корнфилда, это важный шаг. Когда она вернется в строй, ей надо будет произнести речь и ответить в ней на все возможные вопросы, не оставить никаких белых пятен. Если она не сможет все объяснить, то это лишь укрепит образ ее как человека, который не доверяет американскому народу. Выборы президента в США запланированы на 8 ноября.
Да, Андрей Владимирович, как вы считаете, уже повлияло ли состояние здоровья Хиллари Клинтон на предпочтения избирателей и на рейтинги предвыборные, вот, которые считываются ежедневно? Ну, частично, конечно, повлияло. Прежде всего потому, что в Америке традиционно принято очень честно говорить о здоровье кандидатов. И там малейший, там, я не знаю, даже какой-нибудь там полипчик в носу у президента, все это объявляется, куда он, в какой госпиталь повезли, кто оперирует и так далее и тому подобное. То, что с пятницы скрывали в течение нескольких дней, то, что у нее якобы пневмония, то это, конечно, элемент очень серьезный в глазах американского общества. Тем более, что не надо забывать о том, что ведь это произошло накануне ее запланированной поездки в Калифорнию и в Неваду. А это штаты с погодой довольно жесткой. И, как говорится, выносить перелет, погоду и прочее, может быть, это, так сказать, было бы для нее еще худшим вариантом, чем то, что случилось в Нью-Йорке. И самое главное, что в нынешней ситуации пока, конечно, больше вопросов, чем ответов. То есть главный вопрос заключается в том, что самый сложный этап предвыборной гонки еще впереди. Предстоят 3 раунда публичных дебатов, где, как говорится, не скроешься на сцене ни от кого. И выдержать это, конечно, ей будет крайне тяжело. Дадим слово нашему третьему собеседнику. Это Леонид Мартынюк, он проживает в США, это аналитик и оппозиционер, соавтор вместе с Борисом Немцовым фильма «Расследование о гибели Боинга» на территории, которую контролировали боевики. Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер. И соавтор по 2 докладам: «Жизнь раба на галерах» и «Зимняя олимпиада в субтропиках». Да, спасибо большое. Леонид, как по-вашему и вообще по наблюдениям людей, живущих в США, повлияла ли вот эта вот неопределенность вокруг вопроса о здоровье Хиллари Клинтон на ее рейтинге? Вам слово. Я только 10 минут назад читал статью The New Yorker, и они проводили опрос 11 числа, то есть тот же день, когда Хиллари Клинтон потеряла сознание. Ну так, по их данным, Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 8%, и Нью-Йоркер даже назвали свою статью так: «Бессознательная Клинтон лучше сознательного Трампа». Я думаю, что, конечно, это повлияет, потому что проводить в тот же день опрос, еще могло не сказаться, естественно, это событие. Но это зависит от того, действительно ли это атипичная пневмония, потому что если это атипичная пневмония, то она лечится в течение недели, 10 дней антибиотиками, и человек снова здоров. Возможно, да, действительно, человек слабо, то есть наоборот, сильно реагирует на обезвоживание. Если это все правда, то Хиллари Клинтон будет в полном порядке и сможет полноценно вести президентскую кампанию, и это скажется минимально на ее рейтинге. Леонид, а какие альтернативные варианты предлагают ее соратники по партии? Вот мы слышали несколько новых кандидатур, вернее, новых для этой ситуации. Вам слово. Я знаю, что по закону партия может отозвать своего кандидата, если она понимает, что этот кандидат не может вести предвыборную кампанию. Но пока что эту тему педалируют в основном республиканские СМИ, СМИ, которые симпатизируют в большей степени республиканцам. Официальных никаких заявлений от демократов не было, тем более от Клинтон. От Клинтон только заявление, что она в полном порядке и вылечится, и будет вести кампанию. Оставайтесь на связи, Леонид. Андрей Владимирович, вы кого бы назвали, кто бы мог сейчас, если, не дай бог, что-нибудь случится с Хиллари, кто бы мог встать и, так сказать, плечо подставить демократам? Все говорят о 2 кандидатах. Это Байден, нынешний вице-президент, и Сандерс, Берни Сандерс, который был соперником Клинтон в кампании, в избирательной кампании. Но и тот, и другой, конечно, даже если они вскочат на последний, как говорится, подножку последнего уходящего вагона, они, конечно, будут в крайне тяжелой ситуации. Байден не очень популярен в Соединенных Штатах. И что касается Сандерса, то Сандерса считают вообще очень многие леваком, социал-демократом в европейском понимании, но леваком, чуть ли не социалистом в американском понимании. А не надо забывать, что демократическая партия – это партия, которая, в общем-то, живет во многом, прежде всего, благодаря Уолл-стриту. И именно Уолл-стрит является главным донором кампании Хиллари Клинтон. Переключиться на Сандерса, человека с левыми взглядами, совершенно с иными экономическими воззрениями,
Я думаю, что это будет просто невозможно. Хотя, если партия окажется в безвыходной ситуации, может быть даже такое. Байден вице-президент, и человек, конечно, подготовленный к президентскому посту, но, опять же, осталось совсем мало времени до конца предвыборной кампании, и Байден, конечно, психологически, я думаю, не готов к этому. Вопрос Леониду Мартынюку. Леонид, вот Байден все эти годы держался в тени. Он какую репутацию вообще заработал среди американских телезрителей или, может быть, даже сочувствующих демократам граждан? Вам слово. На раннем этапе выдвижения кандидатов от Демократической партии Байден рассматривался как один из кандидатов. У него даже был рейтинг, по-моему, 3-й среди демократов, до того, как он объявил, что он точно не будет участвовать. У него был, конечно, шанс участвовать, но он посчитал, что он не победит. По своим причинам, по каким-то, он посчитал, что он не хочет участвовать ни в праймерис, ни в дальнейших выборах президентских. Возможно, потому что он понимал, что он считал, что он не победит Клинтона в праймерис. А Сандерс? Сандерс, он шел очень близко от Клинтона, во многих штатах побеждал, поэтому у него есть свой устойчивый электорат. Я бы даже сказал, что у Сандерса более мотивированные сторонники. Они в большей степени готовы за него агитировать. Они больше сплочены, чем сторонники Клинтона. Сторонников Клинтона больше, но у Сандерса они более мотивированные, и они более молодые. Потому что если тебе 50 лет, ты вряд ли будешь с такой же активностью агитировать на улице в свое свободное время, где-то на площадях, чем если тебе 20 лет, и ты ярый сторонник Сандерса. Поэтому у Сандерса в большей степени есть шансы заменить кандидата Клинтона, если вдруг что-то случится. Давайте тогда рассмотрим такой вариант, Андрей Владимирович. Судя по тому, что такие проблемы у демократов, повышаются шансы Трампа. Как бы вы оценили его перспективы, если он станет президентом? Некоторые называют, что это enfant terrible такой современной политики, что не признает никаких авторитетов, готов поломать все договоренности и все устоявшиеся какие-то стереотипы. Я совершенно по-другому смотрю на Трампа. Во-первых, я с самого начала говорил о том, что он имеет все шансы выиграть президентские выборы, и говорил это еще несколько месяцев назад. Мне довелось несколько раз встречаться с ним, я его знаю достаточно давно. Он, конечно, не системный политик, абсолютно не системный политик, но он очень сильно изменился в ходе избирательной кампании. Из человека, действительно, enfant terrible, который делал хрен знает какие заявления, он превратился в политика, который начинает уже обдуманно совершенно работать с теми аудиториями, с которыми раньше не работал. Это, как пример, это посещение негритянской церкви в Детройте, танцы с прихожанами. Это другая немножко позиция по мигрантам, хотя он, так сказать, настаивает на строительстве стены с Мексикой. То есть он немножко по-другому стал подходить. Плюс у него, конечно, сменилась команда. Пришли люди, которые играли определенную роль в американской политике и которые будут, с моей точки зрения, важным сдерживающим таким моментом на заключительном этапе кампании. То есть надо понимать, что для Трампа самым важным являются эти последние месяцы, когда он может резко уйти в отрыв от Клинтона за счет многих факторов и прежде всего за счет публичных дебатов. Как дебатер, как говорится, условно говоря, Трамп, во-первых, сильнее, во-вторых, он действительно выносливее, и самое главное, Трамп не будет стесняться в выражениях. Он может очень резко говорить о многих вещах, что привлекательно для значительной части американской аудитории. Конечно, это не Нью-Йорк, как говорится, и не Калифорния, где, правда, огромное количество избирателей, но, по крайней мере, у него есть шанс вылезти за счет этой маленькой Америки, депрессивной Америки. И я думаю, что сейчас, наверное, ключевым вопросом для Трампа будет то, какие, условно говоря, гарантии может дать американскому обществу, что он не устроит перетряску в нем. Я думаю, что это вполне разумно, то есть не случайно, в том числе 88 отставных генералов, адмиралов США подписали открытое письмо в его поддержку. Именно потому, что он уже сейчас в отношении вооруженных сил США
берет на себя определенные конкретные обязательства, их усиливать, модернизацию провести и так далее. То есть он начинает работать гораздо более шире, чем он начинал в самом начале. Вопрос Леониду Мартынюку. Вы согласны, что за время дебатов и праймерис Трамп как-то покмудрел, как политически возмужал и совсем другим человеком стал? Вам слово, Леонид. Возможно, он в последнее время себя более хитро ведет, может быть, но насчет помудрел. Но последний скандал, связанный с тем, что он заявил, ему задали вопрос на одной встрече с избирателями, возможно ли то, что Крым будет признан российским, если вы станете президентом. Он ответил, да, это можно обсуждать, это надо обсуждать. Вот это был последний скандал, я не помню, недели 3 назад это было. Я не скажу, что это очень мудрый шаг, потому что в Америке есть консенсус о том, что Крым — это незаконно оккупированная территория Украины, попытка аннексии, то есть они даже не признают, что это произошла аннексия. Никакой аннексии нет, есть просто оккупация. И такие ошибки он делает, продолжает делать. Он пытается в глазах общества выглядеть более респектабельным, но трудно, за ним очень большой шлейф нереспектабельности, так скажем. Андрей Владимирович, говорят, что в Кремле считают предпочтительнее победу Трампа. Или это какие-то башни Кремля? Я не могу сказать, что считают предпочтительнее. В Кремле на самом деле готовы к любому варианту. Потому что в жизни так бывало несколько раз в истории Советского Союза и России. Да, исходили из одного. Значит, проблема заключается в другом. Клинтон, конечно, менее приятна российской политической элите. И все прекрасно понимают, что в случае ее избрания ситуация с двусторонними отношениями, она не улучшится, а может быть даже ухудшится. А Трамп – это возможность открыть новую страницу. Никто не знает, будет ли эта страница конструктивной или не очень конструктивной, но, по крайней мере, насколько я знаю, в штабе Трампа говорят о возможности того, что если он победит, то где-нибудь поздней весной они могли бы неформально встретиться с Путиным и обсудить ситуацию. То есть там, по крайней мере, есть готовность к диалогу, не к принятию решений совместно с Россией и так далее. Вот что касается вот этого последнего случая с Крымом, да, я, честно говоря, не придаю этому особого значения. Может быть, для части элиты, да, тема Крыма в США важна, но для работяги там на угольных шахтах или там на детройтских заводах, я думаю, что Крым вообще не имеет никакого значения. Для него гораздо больше будет иметь значение тема налогов, тема того, так сказать, что будет с ним, с его семьей, потому что в целом все-таки в американской избирательной системе вопросы внешней политики все равно находятся на втором плане. Даже если сегодня речь идет о Сирии, это все затрагивает очень узкий круг людей. Да, вот я хотел Леонида спросить, вообще какое место российская тематика занимает в предвыборных дискуссиях? Леонид, вам слово. В этот раз в предвыборной тематике Россия занимает гораздо большее место, чем нежели 4 года назад и 8 лет назад. И заявление Трампа о том, что он считает Путина сильным лидером, о том, что он, возможно, признает Крым частью России, это все активно. Я понимаю, что, может быть, кто-то из маленького городка, для него это не важно, но дело в том, что демократические СМИ, сторонники демократов, они активно распространяют эти факты, эти высказывания Дональда Трампа просто потому, что эти высказывания противоречат ценностям Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты изначально были созданы как страна антитираническая. То есть в борьбе с тираном, с британским правительством, которое не давало представительства, но брало налоги, вот в борьбе с этим тираном были созданы Соединенные Штаты, прошла война. И высказывание о том, что тиран Путин — это сильный лидер, это значит, что человек не соответствует просто ценностям Америки. Это позиция, вот эту позицию доносят до избирателей демократов. Потому что в отличие от России, где в глубинке какие ты хочешь ценности, такие ты навяжешь через телевизор, в Соединенных Штатах труднее. Тут люди уже 200 лет знают, что их страна демократическая, что верховенство права — это очень важно. И поэтому, если такую информацию до фермера донести о том, что вот он поддерживает диктатора, который незаконно оккупировал территорию соседней страны, развязал войну в другой,
части этой же страны. Если эту информацию грамотно донести, это тоже может повлиять. Не зря же у Дональда Трампа такой высокий антирейтинг. Около 60%, вот последние данные Гэллопа, антирейтинг Дональда Трампа. У Хиллари Клинтон тоже высокий антирейтинг, но у Дональда Трампа он был всегда выше и остается более высоким. Именно потому, что Дональд Трамп по многим причинам не соответствует образцовому представителю, он не соответствует образцу американской политики, американского политика. Поэтому многих именно это отталкивает от Дональда Трампа. Спасибо. Андрей Владимирович, как вы считаете, вот то, что как-то лояльно относится к российскому лидеру, это уже криминал для американского общества или пока еще рано? Это не криминал для американского общества, но это, конечно, необычно абсолютно для американского политического истеблишмента. Так говорить о лидере Российской Федерации, о лидере России. Но ведь вопрос заключается в том, что политика – это всегда прагматическая вещь. Если ты хочешь укреплять позиции Америки в мире, это невозможно сделать через конфронтацию России. Это надо делать, в том числе в сотрудничестве с Россией. Трамп это очень хорошо понимает. Более того, в общем-то, Трамп понимает, что если ему менять Америку, а он хочет менять Америку, в том числе американскую экономику, то ему нужно, в общем-то, честно говоря, сокращать те расходы, которые для Америки являются непродуктивными. Это, прежде всего, военные операции за рубежом, это расходы на НАТО и так далее и тому подобное. Да, это очень необычно в условиях, так сказать, тогда, когда Российская Федерация наращивает свою военную мощь. Но я еще раз говорю, что это элемент только предвыборной кампании. Важный, но только элемент, потому что, я еще раз говорю, другие вещи для американского избирателя гораздо важнее. Но я все равно хотел бы сказать, что сейчас пока рано говорить о том, что и как повернется, потому что самым важным, самым определяющим традиционной американской избирательной президентской кампании являются вот эти телевизионные дебаты, открытые телевизионные дебаты. 3 раунда дебатов, очень жестких дебатов. Если Хиллари Клинтон их выдержит особенно, да, то 3 раунда дебатов, это, конечно, вот там будет вскроется, вот так, условно говоря, двойное дно каждого из кандидатов. Да, давайте напомним нашим телезрителям и радиослушателям, значит, когда эти дебаты должны быть? Если я правильно помню, в конце сентября, по-моему, 29 сентября, 9 октября и 19 октября, по-моему, 3 раунда. Вот. И, естественно, кстати, на этих раундах Трамп, и я уже тоже знаю от его команды, он будет уходить от внешнеполитической тематики. Он будет как раз концентрироваться на американской домашней тематике. Это для него гораздо более выгодно, он сам понимает это. Леонид, вопрос Леониду Мартынюку. Насколько вообще осведомлено американское общество о том, что будут вот эти 3 прямых эфира с теледебатами между кандидатами? Это традиционно очень популярные эфиры, их будет смотреть очень большое количество избирателей. Да, они очень важны, и, как покажут себя политики, это повлияет на их рейтинги, соответственно. К нам присоединился... И первые дебаты будут в конце сентября в штате Нью-Йорк в одном из университетов. Вообще все дебаты будут в вузах проходить, если по-русски говоря, в вузах. Присоединился Константин Боровой. Здравствуйте, Константин Анатольевич. Вы в каких штатах там обычно останавливаетесь, когда бываете на отдыхе? В Калифорнии. Ну да, то есть... Это Клинтон до него и не доехала. Это демократический штат, там никаких сомнений в результатах выборов нет. Там даже Берни, социалист, который утверждал, что Америке не помешает немного социализма, и где-то он там даже слово «коммунизм» произнес. Вот. Даже он почти, так сказать, чуть не победил Клинтон. Хиллари. Да, но как вы считаете, насколько ее состояние здоровья позволяет ей вообще 2 месяца этих работать в предвыборной кампании? Я думаю, это решаемая проблема. И в данном случае речь идет, может быть, о некоторой хитрости, потому что американский избиратель, он очень чувствителен вот, к таким проблемам, приучен к этому. Если кандидат, там, инвалид, скажем, или с какими-то
недостатками в здоровье, они начинают за него голосовать просто для того, чтобы поддержать. Нет, здесь речь идет о другом. Если она вдруг, не дай бог, во время публичных дебатов свалится в обморок, вот это Нет, совсем это другой другая история. Да. Если, по-моему, проблема о том, что она не может исполнять должность президента, она снята, эта проблема. Речь идет о том, что она просто больна, была там воспаление легких. Кстати, последнее предположение, я не знаю, обсуждали вы это или нет, в газетах это уже высказано, предположение, что спецслужбы каких-то государств имеют к этому отношение. Это вчера было. Давайте Леонида спросим. Леонид, есть такое вообще мнение, такая версия, что спецслужбы могли как-то повлиять на состояние здоровья Хиллари? Достоверность 100% утверждать не могу, это факт. Но да, информацию я так и встречал, что это может было быть. Напечатано, по-моему, Вашингтон Пост. Я источник не гарантирую, но... Вообще, Андрей Владимирович, как вам вот эти вот теории заговора, что хакеры наши взламывают почту? Я думаю, что это не наши хакеры, достаточно хакеров и в Китае, и в Северной Корее, которые спокойно это могут сделать гораздо лучше наших хакеров. Нашим хакерам гораздо это менее интересно, у них более другие, так сказать, материальные цели, нежели американские выборы. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что в условиях, когда Клинтон может оказаться выбывающей лошадкой, да, то поиск внешнего врага, то есть того, кто вывел эту лошадку с ипподрома, он, конечно, во многом будет приводить к России. Это уже доказано, к сожалению, для нас, для нашей страны, для нашего имиджа. Об этом говорят руководители спецслужб. Источник нападения хакерского, то, что они называют кибератакой, он внутри России находится. Имеется в виду нападение на избирательный штат, да. Опубликованы какие-то материалы, частично скандал с Хиллари Клинтон связан с тем, что опубликованы совершенно секретные, частные данные о состоянии ее здоровья. Так что, к сожалению, в этом уже сомнений нет, что хакеры российские или имеющие отношение, там формулировка такая обтекаемая, имеющие отношение к государственным структурам. Насколько достоверно это выглядит все? Это не очень достоверно, потому что современный хакер, он никогда не обозначает, собственно, где он находится, да, и доказать, откуда производится атака, она, конечно, очень сложная на самом деле. Но психологически такой фактор есть, конечно. И я еще раз говорю, что если у Клинтона будут дальше еще проблемы большие, то российский след будет обязательно исследоваться и будут пытаться, так сказать, как раз сделать выводы именно на основе того, что Кремль, так сказать, неформально симпатизирует Трампу. А вообще, как традиционно, в какие времена у нас лучше отношения между Москвой и Вашингтоном, когда всегда в Белом доме? Республиканцами. Всегда с республиканцами. С Рейганом тоже, да? С Рейганом, со всеми. Все договора, важнейшие, особенно в сфере разоружения, безопасности, все были, конечно, в основном, как говорится, подписаны с республиканским президентом. Вам слово, кстати. Об этом уже открыто говорится, что Путин заинтересован в победе республиканца, Трампа. Об этом говорит Хиллари Клинтон, об этом говорят руководители спецслужб, что вот это воздействие в интересах Трампа, прямое или косвенное, оно происходит. Это, более того, говорят о том, что это происходит впервые за все время, так сказать, и Советского Союза, и России. И России новой, да. Да, то есть этого раньше никто из
там Ленина, Сталина, Брежнева, никто этого не позволял, Хрущева. Тогда не было интернета еще, это тоже момент важный. Имеется в виду вмешательство в демократический процесс. Да. И сегодня для американцев, для конгрессменов, это одна из серьезных проблем, которые они обсуждают. Можно ли допустить, чтобы в демократический процесс вмешивалось, абсолютно, с их точки зрения, недемократическое государство, преследующее собственный интерес? То есть спецслужбы, в частности. Давайте спросим у Леонида. Как вы, по вашим наблюдениям, чей приход был бы выгоднее Кремлю из двух кандидатов на Белый дом? Вам слово, Леонид. Несомненно, Трампа, потому что приход Клинтон на президентский пост, это означает, что международная политика Барака Обамы будет продолжена. Потому что сама Клинтон была государственным секретарем 4 года в период первого срока Барака Обамы. Если же приходит Дональд Трамп, то возможно очень серьезные изменения. Рассчитывать на серьезные изменения, на снятие санкций, на уменьшение этих санкций, на признание Крыма российским при Клинтон, вероятность очень-очень маленькая. С Дональдом Трампом какие-то шансы есть. Да, Андрей Владимирович, чем вы объясняете, что в последние дни, буквально своего президентства, совершил Обама такие недружественные шаги, внес «Газпром» в число вот этих подлежащих санкциям понимаете, субъектов? Обама вообще спешит, да? «Газпром Медиа», имею в виду. Нет, да, вообще спешит Обама, потому что у него остается крайне мало времени для того, чтобы, во-первых, сделать позиции Клинтон более успешными, более устойчивыми, раз. Во-вторых, он понимает прекрасно, что сейчас за каждым его шагом следят, и в условиях, когда Россия, так сказать, под подозрением, любой шаг по ограничению влияния России на Америку, он только будет приветствоваться значительной частью американского общества, особенно истеблишмента. И, пожалуй, самое главное заключается в том, что Обама не выполнил свой план по международным вопросам. Его главной задачей ведь было две вещи. Это первое, это достижение подписания договора с Европейским Союзом о создании зоны, так сказать, свободной торговли, да, ТПП. И второе, ликвидация, так сказать, очага напряженности в Сирии. Ни то и другое не выполнено, значит, надо на чем-то вылезать. Да, вот сейчас была 20-ка большая в Китае, и там считают, что была последняя встреча в качестве президентов Путина и Обамы. Как вы считаете, Константин Анатольевич, почему не состоялась вот эта вообще российско-американская перезагрузка, как ее называли, перегрузка сначала, потом перезагрузка, вообще ничего не... Только к нулю стремятся отношения двусторонние. Основная причина очень простая, она называется Крым. Никто не ожидал столь нецивилизованного поведения от Путина, от России. Это как бы такая жирная точка или восклицательный знак. Реакция. Это реакция, да, на эти события. Но я не стал бы соглашаться на 100% с тем, что сказал Леонид. Ведь не секрет, что на самом деле тактика и внешнеполитическая Обамы, она никак не похожа на тактику, которую демонстрировал Рейган или Буш. Это тактика сдерживания, так сказать, тактика отсутствия сдерживания. Очень осторожная тактика. Решение, которое принимал Конгресс, в частности о поставках смертельного оружия Украине, оно не выполнено. Администрация это заблокировала. То есть говорить сегодня, что только Трамп выгоден Путину, я бы не решился. Я бы скорее утверждал... Более не только, а более выгоден. Я бы скорее утверждал, что любой вариант плох для политика или для страны, которая нарушает международное соглашение. Любой вариант не подходит. Потому что ожидать от Трампа, что он каким-то образом, используя свою эту популистскую риторику, согласится с признанием Крыма российским, никак нельзя.
А то, что Обама сегодня сдерживает такие процессы, которые необходимы Европейскому Союзу, Соединенным Штатам по ограничению вот этой агрессивной активности России, это очевидно. А вы как считаете, почему не получилась эта перезагрузка и перегрузка? Потому что цели совершенно разные. И надо сказать, что, конечно, Соединенные Штаты за последние 2-3 года были очень сильно обеспокоены ростом военной мощи России. В Штатах, как и в Европе, очень многие не понимают, к чему это может привести. То есть, как вот недавно мне сказали в Прибалтике, у нас было сначала, так сказать, несколько лет назад у нас было чувство беспокойства перед Россией, а теперь чувство страха. Вот это то же самое есть в Америке. То есть они не понимают, что может быть с Россией, как поведет себя Россия, не только, так сказать, в отношении ближайших соседей, а в глобальном масштабе. Сирия тому пример, кстати, да, что мы до сих пор не можем договориться, несмотря на все эти переговоры, и некоторые, несколько раз уже прекращение огня, гуманитарные коридоры. То есть разница в стратегических планах, она существует, во-первых. И самое главное, что на самом деле, с моей точки зрения, если Трамп станет президентом, то целеполагание Америки, оно тоже не очень намного изменится. Нельзя думать, что Америка станет, так сказать, российским партнером, надежным в восстановлении мира на планете и так далее. Нет. Но, с другой стороны, с ним, по крайней мере, можно будет садиться и разговаривать. Он не будет отвергать Россию как партнера по переговорам, по разговорам. То есть то, что себе не мог позволить Обама в последние месяцы. Леонид, вопрос. Вот 15 лет назад было 11 сентября, и тогда президент России первым позвонил Бушу и предложил свою помощь и партнерство в антитеррористической коалиции. Как вы считаете, Леонид, как американское общество объясняет, почему это не состоялось? Вам слово. И вы имеете в виду американское общество, элиту или простого американца? Нет, скорее, конечно, политизированное американское общество. Политизированное, я бы хотел даже с другого угла немного посмотреть. Почему Барак Обама, например, предложил перезагрузку Владимиру Путину, и почему она сорвалась, и как вообще изменилось отношение к Америке, в Америке к России с 2001 года. Потому что это типичное американское мировоззрение и отношение к другому человеку. Сначала американец воспринимает другого человека очень позитивно. То есть это стандартная улыбка, и она вполне искренняя, и с тобой готовы дружить, тебя расспрашивают. И также поступал Обама. Он сначала очень дружелюбно относился к Путину. Насколько это возможно было относиться к человеку, который является диктатором и который до этого осуществил военное вторжение в соседние государства, я имею в виду Грузия. Насколько возможно, он настолько максимально позитивно к нему относился. После того, как Владимир Путин не перестал отвечать ожиданиям Барака Обамы, так как если бы вы с типичным американцем плохо себя вели, обижали бы его, разлили бы его чай ему на рубашку, то постепенно это отношение у вас между американцем и вами ухудшилось. Также и между Соединенными Штатами отношения и Россией ухудшились, потому что Россия не изменила свое поведение, даже стала вести себя более агрессивно. И внутри страны подавление, я имею в виду подавление вообще всех гражданских институтов, уничтожение всех политических оппонентов. Кто-то посажен, кто-то убит, кого-то не допускают до выборов. Выборы тоже фальсифицируются. Это все в совокупности. И правильно Константин Афанасьевич сказал, что жирной точкой, кляксой был Крым, потому что после Крыма никакой перезагрузки уже нельзя проводить. И американское общество смотрит на эту ситуацию так, что была страна, как грубо говоря, как был пьющий человек, это именно Советский Союз. Потом он себя плохо вел, буянил, после этого он ушел в завязку. Это было 90-е годы. Вроде как спокойнее себя вел. А в нулевые он опять стал пить, ходить с топором по улице, кидать камни в соседские окна. Какое отношение? Как к агрессивному, буйному государству,
с непонятными лидерами, с которыми нельзя ни о чем в принципе договариваться, потому что они плюют вообще на все международные обязательства. Ну, как можно с Путиным сейчас вот договариваться, когда он взял в нарушение международных своих обязательств страны, оккупировал Крым? О чем с ним можно вообще договориться? Его надо изолировать, и его надо сдерживать. Вот это две политики, которые могут осуществлять нормальные, здоровые американские политические лидеры. Мне понравилась метафора Леонида. Обычно, наоборот, пьяный период с ельцинским ассоциируется, а у него трезвый период у Леонида. Как вам это сравнение? Ну, понимаете, есть некоторые стереотипы пропагандистские, которые были навязаны обществу. Ну, вот обычный путч, такой, попытка военного переворота 1993 года, попытка узурпации власти, восстановления советских реалий, там, сопровождавшиеся, кстати говоря, парадами там, с красными флагами, со свастиками, это вот перед Белым домом. Это пропагандистский стереотип, который возник, он назывался разрушение парламента как-то, атака на парламент. Разгон парламента. Да, разгон парламента. Ну, это же не так. Понимаете, вот здесь тоже речь идет о некоторых, так сказать, стереотипах навязанных. И я бы хотел добавить, так сказать, на основании вот личного общения с американцами, я почти полгода провел, так сказать, общался с людьми самого разного уровня. Их волнует немного вот проблема Сирии, они так слышат об этом, их волнует гибель мирного населения, но о России они почти ничего не знают и мало интересуются тем, что там здесь происходит. А вас как воспринимают там вообще? Ну, отношение к иностранцам хорошее, такое терпимое, да. Нормально. Но это страна иммигрантов, понимаете, поэтому я там общался много, например, с иранцами. Вот. Какая-то оппозиция там в изгнании? Нет. Это апофигиция иранская, я бы так это назвал. Люди абсолютно нерелигиозные, свободно мыслящие, прогрессивно мыслящие, но их волнует там то, что происходит между Ираном и Соединенными Штатами. Россия сейчас вообще вышла из моды, да? Да, конечно. При Горбачеве все это было хорошо. При Горбачеве, конечно, интерес был огромный, а сейчас, Россия воспринимается как что-то далекое очень. Я интересовался, кстати говоря, почти нету агитации на вот русскую аудиторию. Полмиллиона человек, это очень много. А там и республиканцев, и демократов. Я, кстати, хотел бы сказать, что вот в это воскресенье тоже будут выборы в Америке, но только будут выборы Российской Госдумы. Там будут русские, кто не утратил свой паспорт, будут голосовать. Володь, зато очень интересно, что есть очень большая работа с украинской аудиторией, а это клинтоновские. В том числе это для американских выборов. Да. По просьбе Порошенко сам предложил Клинтон помочь мобилизовать украинское говорящее население. Да, иногда кандидат разучивает какой-то слоган на языке на украинском. Я знаю, это так делают в Израиле. Я был недавно на форуме, который проводили. У меня сын был на съезде Демпартии, когда выдвинули Хиллари. Но единственный был гость из России от оппозиции. Я был на форуме Сакраменто, это столица Калифорнии. Там висели флаги Трампа. Я вам честно скажу, я был немного удивлен, зная то, что действительно Порошенко, да. А давайте вот как раз Леонида спросим. Леонид, вы собираетесь голосовать на наших русских выборах в воскресенье? Дело в том, что я считаю власть в России нелегитимной, поэтому любые акции я считаю незаконными. Но достаточно вспомнить, что российские власти собираются проводить какие-то голосования на территории Крыма, потом все это смешивать и называть общие результаты. То есть это делает выборы нелегитимными.
Конституция в России не действует, поэтому я наблюдаю за этим как просто за мероприятием спецоперации ФСБ и вообще всех спецслужб России. А если бы вы участвовали, кто-то из ваших там, какой у вас округ, к какому, к 206-му Тушинскому приписаны? Ой, я даже не интересовался. Ну, я бы, если бы хотел, если бы Россия была демократия, я бы пошел в посольство, точнее, в консульство России в Нью-Йорке. И, по-моему, это тот же округ, где выдвигается Дмитрий Гудков. Да. Я знаю, что он периодически агитирует русскоязычное население Нью-Йоркщины. Да, ну, кстати, ваш соавтор-то, Борис Ефимович, он участвовал в выборах и даже выиграл выборы в Ярославле. Поэтому у него было другое отношение к выборам. Это было еще до Крыма. Ну, конечно. Но сама его, да, к сожалению, история показывает, что неизвестно, был ли он в этом случае прав. Ну, давайте тогда подводить итоги. Какие вы сценарии видите, Андрей Владимирович? Снимут по болезни Хиллари или она работает? Я думаю, что все-таки будут пытаться поддержать ее до конца. То есть могут накачивать, медицинскую помощь оказывать, чтобы она выстояла. Потому что, я еще раз говорю, для демократической партии, с моей точки зрения, снятие Клинтона – это конец. Потому что ни Сандерс, ни Байден не успеют реально стать серьезными кандидатами. И Трампу будет расчищена дорога. Для демократов, конечно, сейчас будет время очень серьезного отрезвления, потому что, я говорю, изначально они, конечно, рассчитывали на другую кампанию президентскую с другим кандидатом от республиканской партии. А проблема заключается в том, что в американском законодательстве вообще практически ничего не прописано, вот этот механизм. То есть, да, партия может снять, может не снять, предоставить новую и прочее, прочее, но как все это будет действовать, надо ли будет партийный съезд проводить, по-моему, надо. То есть, это еще отсрочка по времени. То есть, надо проводить съезд партийный. То есть, это значит, что демократы резко затормозят предвыборную кампанию. Я думаю, что они не захотят пойти на это, будут исходить из того, что Клинтон выдержит. Но для меня его контрольным являются вот эти публичные дебаты. Потому что 2-3 часа под телекамерами, под шквалом вопросов, это для нее, конечно, будет очень тяжело. Да, и тогда у нее сохраняется шанс тогда и победить. То есть она свой будет стандартно наращивать рейтинг. Да, шансы у нее сохраняются, конечно, победить. Но опять же, я говорю честно, что с моей личной точки зрения, если на этих дебатах она, условно говоря, упадет в обморок, упадет с трибуны, ее унесут, то все, она будет закончена как кандидат. В Америке к этому очень серьезно относятся к здоровью. И очень поддерживают людей, у которых проблемы со здоровьем. Но президент – это особая категория людей. Я думаю, что никаких сомнений там нет в том, что Хиллари Клинтон станет следующим. Ну, я бы не так, я бы осторожнее сказал. Шансы на то, что Хиллари Клинтон станет президентом, очень высоки. Существует несколько юридических механизмов, не вдаваясь там в подробности, потому что это длинная тема. Есть механизм, когда решение о следующем президенте может принять Конгресс. Вот именно в таких сложной такой ситуации, да, есть возможность поддержать, или Клинтон передаст свои голоса кому-то из тех, кто уже участвует. Ну, кому-то, кроме Трампа, видимо. Значит, там очень много механизмов. Вообще демократические институты славятся тем, что механизмы реализации, защиты, что ли, демократии, их очень много, они очень эффективны. Ну, кстати, я еще раз хочу напомнить о том, что там еще есть два президентских кандидата. То есть независимые. Да, и от либертарианской партии. То есть даже снятие, на самом деле, Клинтон, если она решит снять, ее решит снять, на самом деле это не значит отмена выборов, потому что там есть еще два кандидата. Да, маргинальные кандидаты, так сказать, которые получат по 2-3%. Либералы имеют вес. Вопрос заключается в другом. Вот именно демократическая партия, сумеет ли она, в случае, если действительно Клинтон сойдет с дистанции, сумеет ли она сделать что-то разумное, или она впадет в истерику и просто провалит эти выборы? На самом деле, основные проблемы сейчас у республиканцев все-таки. То есть Трамп, которого отказалась поддержать часть республиканской элиты, с ним отказывались
просто иметь дело, там, входить в его команду в виде там, вице-президента. Несколько человек просто отказались. Вот, это проблема, потому что на съезде республиканцев, значит, выступление против кандидата — это вот феномен. Да, и наоборот, у демократов несколько республиканцев выступало. Да. Тоже такое было. Но не надо забывать, что у Трампа сейчас очень высокий рейтинг вооруженных сил США. А это тоже немаловажный фактор. Есть много 88 генералов подписали за него. Да, за него. Отставных генералов-адмиралов подписали письмо открытое в его поддержку. Но мне кажется, все-таки фактор здоровья сейчас будет самый определяющий. Кстати, Леонида спросим. Битву публичную на сцене. Как вы считаете, проявит ли американская демократия свой запас прочности? Помните, в 2000 году там почти одинаково проголосовали, да, за Гора и за Буша. Да. И тогда как по почте что-то решалось. Пересчет голосов был во Флориде. Вот как, по-вашему, сейчас эти защитные механизмы вступят ли в действие? Вам слово, Леонид. Ну, все было в соответствии с законом в 2000 году. Решение принималось, не ошибаюсь, Конституционный суд. Спорные вопросы все решились. Все признали выборы, никаких серьезных политиков, которые бы возражали, не было, так и будет сейчас. Только я не думаю, что будет небольшая разница. Я думаю, что будет разница довольно значительная, и не надо будет нигде никаких голосов пересчитывать. Вероятность победы Хиллари Клинтон довольно высокая. И нельзя сказать, что 100%, конечно, потому что Америка — это демократическая страна, по-настоящему демократическая, есть свобода слова, и поэтому все слабые стороны обоих кандидатов, они будут доноситься, эта информация о этих слабых сторонах будет доноситься до миллионов избирателей крупнейшими средствами массовой информации, которые не контролируются ни государством, ни партиями. И поэтому этих журналистов нельзя загнать в узду, потому что журналисты здесь настоящая четвертая власть или какая-то четвертая. Да. Да, и всегда традиционно говорят, что число выборщиков не пропорционально числу обычных избирателей, что голосовали все в основном за демократов, а стал президентом Буш, республиканец. Но это вечная такая критика. Это вечно, и у нас тоже критика выборов будет вечна. Да. Вот, как по-вашему, значит, бывали, конечно, тяжелые времена. Помните, в разгар кампании убили когда-то Роберта Кеннеди, пришлось срочно менять кандидата. Кого тогда сделали? Да, по-моему, Никсон стал. Никсон, 68 год, да, 68 год. Надеюсь, до этого не дойдет, но тем не менее, как по-вашему, американская демократия покажет, так сказать, свой запас прочности, да, вот в этой ситуации? Америка выживет при любом результате выборов. То есть, понимаете, на самом деле, даже при всей важности президента, сама система настолько устойчива и настолько, так сказать, сбалансирована, что никакие хакеры... Даже при самом слабом президенте Америка выстоит и будет развиваться достаточно успешно. Вот. Вопрос заключается в том, кто придет сейчас с какими потерями к этому президентскому посту. Да, то есть осталось дождаться 2 недели, вы говорите, да, до первых дебатов? Да, даже меньше уже практически, да. Если мы правильно помним, 29 сентября, по-моему, первый дебат. Так скоро уже и выборы сами. И выборы сами, да. 8 ноября. Да, первый вторник после первого. 8 ноября в этом году. Да. Как, по-вашему, российская дипломатия как-то определилась, или все-таки она и нашим, и вашим на обе корзины работает? Честно говоря, российская дипломатия сейчас не до американских выборов. Нужно разобраться с Сирией, прежде всего. Это самая большая проблема, да? И нужно понимать, что будет в будущем с Минским процессом, который полностью сегодня пришли тревожные вести из Сирии, там что-то израильское какая-то... Да, там это все мелочь. Случайно залетел сирийский снаряд на израильскую территорию. Случайно? Бывает, случайно. Но это, господи, там граница. Нормальная вещь абсолютно, случайно залетела. Я говорю, для нас сейчас самое главное успеть до ухода Обамы решить хотя бы частично вопрос по Сирии, Б, по Минскому процессу. Ну что, спасибо кажется, всем. Да, для нас самое главное все-таки решить проблему с нарушениями международных соглашений. Спасибо большое. На волнах Радио Свобода изучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.